Состояние криминогенной обстановки в республике, в том числе в сфере борьбы с коррупцией, обсудили на встрече главы Ингушетии с руководителем регионального МВД. Несмотря на то, что криминогенная обстановка стабильная, Дмитрий Кава отметил, что ситуация с аварийностью на дорогах остается напряженной. С начала года в Ингушетии зафиксировано 10 ДТП, в результате которых 2 человека погибли, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, министр сообщил главе республики о задержании высокопоставленного сотрудника ингушского главка МВД. В связи с произошедшим Юнусбек Евкуров призвал министра усилить информационное сопровождение деятельности правоохранительных органов, особенно по коррупционным делам. В завершении встречи руководитель субъекта подчеркнул важность взаимодействия министерства с Советом тейпов Ингушетии, со старейшинами республики для более эффективной профилактики правонарушений. Также ингушский лидер предложил на еженедельном совещании в правительстве озвучивать имена злостных нарушителей ПДД, особенно из числа работающих в министерствах, ведомствах и правоохранительных органах. С начала года всего зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Если сравнить с прошлым годом, то это было ровно в 2 раза больше. Значит, к сожалению, есть 2 погибших, но в прошлом году количество погибших было 6 человек. Раненых 14 человек, в прошлом году в ДТП пострадало 41 человек. То есть, да, за это же самое время. То есть, принимаемые в прошлом году меры и в этом мере дали уже свой результат. По совершенным преступлениям основной вал сейчас дают это мелкие кражи, то есть неквалифицированные преступления. Значит, также мы продолжаем работать по линии ТЭК с выявлением фактов злоупотребления, хищения энергоносителей. На прошлой неделе проведены мероприятия у нас службы собственной безопасности. В результате задержан сотрудник министерства, который вымогал денежные средства за трудоустройство. То, что мы с вами разговаривали. То есть Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении данного сотрудника, принята избранная мера пресечения, арест. Пока следствие работает, какие-то вещи не выдашь, ну, по крайней мере, это уже пресс-служба власти, что вот это не говорила, чтобы говорящая голова на телевидении могла бы людям довести. У нас такая мода пошла, не только у нас, а вообще в стране, это так принято уже, какая-то такая мода, что чиновника там увольняешь за там нарушение проявления или возбуждаешь дело, тут же про него начинает писать, какой он бедолаг, какой он хороший. То же самое и про сотрудников МВД. То есть все, с одной стороны, критикуют, почему там коррупция, почему вот это, а когда начинаешь работать, опять же получаем другую критику. Уволили самого хорошего, оказывается, самого доброго, самого и так далее. Это тоже, к этому надо быть готовым, поэтому постараюсь тоже там участие казах людей проинформировать. По данному факту проведены собрания, совещания в территориальных органах, во всех подразделениях. Сотрудники МВД осудили действия своего коллеги. Ну и, конечно, всех предупредить, что это будет продолжаться. Это раз. Мы сейчас, я получил ряд обращений, в том числе и от Совета тейпов при главе республики, от других общественных организаций. Значит, мы сейчас будем, во-первых, мы с вами уже говорили про те часть преступлений, которые до сих пор не раскрыты, они ведутся следствие, надо ускорить процесс. И часть преступлений, которыми надо сейчас очень серьезно заниматься, в том числе коррупционным направлением. Да, понятно, есть много разговоров про коррупцию, но при этом, когда конкретно спрашиваешь, где, никто не хочет друг на друга, если даже это есть, жаловаться там или писать. Насчет ДТП. Здесь надо, я позавчера наблюдал, как в усиленном режиме работали и ППСники, и ДПС, и так далее, с учетом свадебных кортежей и так далее. Надо, опять же, больше разговоров на телевидении, больше профилактики и больше взаимодействия с Советом тейпов при главе республики. Потому что вот те нарушители, которые уже не первый раз нарушают, с ними можно через Совет тейпов, через общественность, через главное муниципальное образование вспомнить хорошее советское прошлое и уже в этом направлении заниматься через профилактику. Ну и обязательно, конечно, хорошая тема – это прямо справки направлять в министерство, ведомство, где тот или иной бюджетник
нарушает правила дорожного движения и не один раз уже попадается в поле зрения органов правопорядка. Это тоже просил бы обратить внимание.